Григорьевич, там кто-то есть! Николай Григорьевич, что с вами? Николай Григорьевич. Ты ранен? Куда тебя ранило? Тебе больно? Дай я посмотрю. Это она меня спасла. Я сам. Хорошо. Что это за маскарад? Раненый? Нет. Счастлив ваш Бог. Телефон здесь есть? В школе пойдемте, я покажу. Покарауль его. Я сейчас. Попал как кур в щип. Только подошел к школе. Слышу выстрел. Тут этот с револьвером. Из-за угла выскочил, как заорет. Стой! Я от него как дал. Он за мной. Ненормально, стрелять начал. Тебе-то здесь что понадобилось? Посреди ночи. Ну, я тоже решил последить за этой вашей рыжей. И, кажется, не зря. Видели, как она разоделась? Смотрите, у нее же здесь целый молельный дом. А кто с ней был? Варанкин. Ну? И этот человек хочет быть председателем правления нашего клуба. Да заткнись ты. Никому не расходиться. Товарищ Нейман сейчас подъедет. Жрица. Расскажи, чем вы тут с Варанкиным занимались? Мы ведь все видели. Спокойно, гражданка. Все в порядке. Успокойся. Соня, что здесь происходит? Ты следил за мной? Не гаси фары. Давай по порядку. Значит, я шел за ним, как вы велели. Немного отстал. Подбежал, когда этот уже выстрелил. Я? Он, во дворе больше никого не было. Да вы что? Вы что, думаете, это я в товарища Свечникова стрелял? Да у меня и пистолета-то нету. Где его оружие? Успел выбросить. Ты его нашел? Сейчас темно, утром найдем. Утром. Уведи его. Подождите. Подождите! Да я тут совершенно ни при чем! Товарищ Свечников! Товарищ Свечников, скажите им! У меня и оружия-то нету! Николай Григорьевич, скажите им! Слово идиста! Иди отсюда. У меня карман дырявый! Ну откуда у меня оружие? Опять вы. Эта пуля должна была попасть вам прямо в сердце. Чудеса. Что это? Эта ручка была у Козороза в сумочке. В нее пуля и попала. А лежала она вот здесь, в кармане. В рубашке родились. Сумочка Козороза у вас? Она у меня. Дома. Утром принесешь Губчика в 16-й кабинет. Вы тоже приходите. Есть о чем потолковать.
Ну вот что. Иди-ка ты домой. А вы? Иди. Нас сошлют на край Сибири, где могила Ермака, на ей камушек тяжелый, 96 пудов. А почему такой тяжелый, знаешь? Нет. Потому такой тяжелый Ермак воин грозный был. Станет, да всем голову поотрывает. Ему что большаки, что колчаки. Внучек. Ты где ж был? Я ж сказал, вечером зайду. Зачем вы ее напоили? Хуже не будет. Внучек. Бабуль, пойдем спать, пожалуйста. Пойдем, прошу тебя, пойдем. Мой. Всех перехоронил. Один ты у меня остался. Да, бабуль, знаю, пойдем. А это вы? Можно? Ходите. Вы кого-то ждете? Вы так постучали. Зиночка всегда стучала 3 раза. Я не могу привыкнуть к тому, что ее больше нет. Я пришел узнать, когда завтра похороны. 4 часа. Почему так поздно? Лошадь не дали. Все лошади с утра на неделе трудовой повинности. Могила будет на Преображенском кладбище. Это возле собора. Давно вы с ней знакомы? 6 лет. Мы познакомились перед самой войной. Не этой, а той с немцами. Мы тогда обе оказались в Берлине. Я брала уроки в консерватории, а она готовила голос для пробы у профессора Штицеля. Знаете, был такой профессор вокала. Мы жили в одной гостинице, у нас под окнами продавали вишни. И Зинчик после репетиции, она покупала по кулечку и мне, и себе, и мы с ней гуляли, ели эти вишни, болтали. Потом началась война. Немцы нас интернировали, но скоро выпустили. Мы вернулись в Россию через Швейцарию, а в Петербурге я надолго потеряла ее из виду. Товарищ Казароза, благодарные вам бойцы 2-го Выборгского полка имени товарища Троцкого откомандировали меня в ваше распоряжение. В городе неспокойно. И мне приказано в неприкосновенности доставить вас домой. С целью сохранения вашего таланта для дела революции. Встретились мы на Невском через 2 года. Зиночка шла с большой такой корзиной, а в корзине младенец. Она называла его Чикой. Это был ее сын. Она поставила корзинку на асфальт, откинула простынку. От гордости вся светится. А младенец чистенький, здоровый, лобастый такой, крепкий. Я поражена была, что ему всего 7 месяцев. Хотя, не знаю, может, по сравнению с ней он казался таким большим. Она-то крошечная была. Знаете, как про нее говорили? Подъехала пустая пролетка, а в ней Казароза сидит. Сын жив? Сын нет, сын умер. Этот курсант в Казарозу не стрелял. Он стрелял в потолок. И выстрела было не 3, а 4. Последние 2 слились в один. У Зиночки была с собой сумочка. Вы не знаете, где она? Знаю. А вам она зачем? Очень нужна. Принесите мне ее завтра в театр. Или прямо на кладбище. Разноцветная. Я раньше таких никогда не видел.
Ты много чего не видел. Это хроматография. Снимал Прокудин Горский. Вот видишь, у него клеймо здесь. Угу. Это он изобрел. А мне вот кажется, что нехорошо в чужой сумочке-то рыться. Зачем вам все это? Этот розовый домик, где мы жили с тобой. Хорошие стихи я написал. Что, серьезно? Погодите, что ж получается, что Козороза песню на ваши стихи, что ли, пела? Я когда к тебе шел, выстрелы слышал. Где-то на Вознесенской. Правильно. А я там был как раз. Мы со Свечниковым к его рыжей ходили. А Даневич, ну этот, который все время в темных очках-то ходит. Он, помните, он еще вчера в окно залез во время концерта. Вы знаете, между прочим, он всегда со всеми спорит, какого цвета у него глаза. Спорит на деньги и всегда гад выигрывает. Знаете почему? А потому что у него один глаз голубой, Не трещи, а другой... не трещи. Что Даневич-то? Он в Свечникова стрелял. Убил? Нет. Ручка вдребезги. А у Свечникова даже не царапины. Какая ручка? Гипсовая. Она вот тут в сумочке у Козороза лежала. Ее Свечников оттуда взял, в карман пиджака вот сюда положил. Рядом с сердцем. Он говорит, что Козорозу именно из-за этой ручки убили. А теперь, получается, она его и спасла. Здорово, правда? Я завтра утром сумочку в ЧК отнесу. Что это? Я не знаю. Вчера также стучали. Сейка, ты что ли? Ты что ж, паршивец, в окно стучал? Я не стучала, оно само. Что? Что окно само стучало? А что он с Надькой нашей крутит? Мать ругается. А ну-ка иди отсюда! Уши надеру сейчас! Мы в детстве тоже так развлекались. Привяжешь к одному концу веревки яблоко, перекинешь через ветку, с другой конец дергаешь. Человека до белого коленя можно было довести. Что-то мне домой не хочется. Можно я у вас переночую? Да ночуйте, конечно, места всем хватит. Откройте! Откройте! Я хочу сделать заявление! Я напал на след тайной секты! Чё орёшь? Товарищ чекист, я должен сделать важное заявление. Мной разоблачена подпольная религиозная организация. Это настоящие мракобесы. Они хотят превратить эсперо-движение в тайную секту. Эсперантисты, как слепые кроты, блуждают в темноте. А они хотят столкнуть их в бездонную пропасть. И только мы, идисты, видим опасность. Поверьте, эти люди готовы на все. Товарищ чекист, промедление смерти подобно. Поймите, мы идисты. Долой Ленина с кониной, да здравствует Колчак со свининой. Это не я писал. А ну встать! Живо! Шевелись, шевелись! Саксенье! Давай, 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 давай! Кто писал? Ну, гнида, тебе конец. Эти пятна на Луне, что ты в них видишь? Бабушка говорит, что это Каин убивает Авеля. Они же постоянно двигаются, меняют очертания. В старину думали, что там гигантские стаи насекомых, вроде лунной саранчи. Вот если бы оттуда сейчас посмотреть на Россию, та же картина. Что-то я вас не понимаю совсем. Все мы саранча. Можете ложиться. Спасибо. Mm-hmm.
с ней были знакомы? Немного. В 15-м году она приезжала к нам в город. Дала концерт в летнем театре. Потом они с мужем сняли дачу на том берегу реки. Неделю там прожили. Она называла ее «Розовый домик». Окна выходили на запад. По вечерам стекла розовели от заката. Откуда вы это знаете? Давайте спать. Скоро светать начнет. Повторяю еще раз. Алферьев. Эта фамилия вам знакома? Нет. В партии эсеров состояли? Никогда. Пишите. Что писать? Пишите. В борьбе обретешь ты право свое. Очки сними. Почему в слове «обретешь» нет мягкого знака? Давайте я поставлю. Не нужно. У эсеров ведь своя орфография. Мягкий знак после шипящих они не пишут. Товарищ Нейман, клянусь, я не эсер. Просто я пишу неграмотно. Слово «идиста». Ничего нет, я там все обшарил. Спишь долго. Раньше надо было искать. Кто-то, видать, до тебя нашел. Куда же раньше только светать стало? В темноте-то что найдешь? Нечего там искать. Не было у меня пистолета. Закройте рот. Будете говорить, когда вас спросят. Так вы меня уже спрашивали. Я вам еще вчера сказал. Не стрелял я в товарища Свечникова. Я не эсер. Да, у нас с товарищем Свечниковым имеются некоторые частные разногласия, но мы стоим на общей идейной платформе. Во главу угла нами ставится выработка единого международного языка пролетарской солидарности. Однако любому здравомыслящему человеку должно быть понятно, что только язык Идо способен справиться с такой сложной задачей. Эсперанто – живой труп, дни его сочтены, гибель его предопределена самим ходом исторического развития. Вы же не будете отрицать, что новый революционный порядок строится на развалинах старого мира. Точно так же на руинах эсперанто возник Идо. Но как капитализм неизбежно и закономерно сменяется социализмом, точно так же эсперантизм сменяется идизмом. Такова диалектика истории. Отведи его в камеру. У меня от него голова болит. Товарищ Нейман, пожалуйста, не надо меня в камеру. Ради бога, я все могу объяснить. Сделай одолжение. Соня со мной говорить отказалась. Так чем вы там с ней занимались? Тише, я прошу тебя. У меня жена, она очень ранима. Мы просто репетировали. Соня создала театральную студию со своими воспитанниками, а я помогаю ей в качестве режиссера. Предложил даже использовать волшебный фонарь для усиления эмоционального воздействия на детей. А Соня решила показать мне несколько сцен из спектакля. Он будет посвящен памяти Заменгофа. Что это? Так, ничего. Ерунда. Дорогой Симочке, жене и верному спутнику моей жизни, с вечной любовью, от автора. Варанкин. Так Хамарана – это твой псевдоним? А ты знаешь эту книгу? Да. Так это ты подбросил ее к нам в библиотеку? Что ж, я дурак, что ли? Это Соня, наверное. Она всему верит. Ох, да сколько их у тебя?
Для пропаганды держишь? Пойми меня, Коля, когда-то я был увлечен идеей создать религию на основе эсперанто. Ну, был грех, я ж не отрицаю. А у кого по молодости их не было. А теперь я твердо стою на марксистской платформе. Ты же ведь тоже раньше был эсером. А теперь ты коммунист. Тебе же никто этого не поминает. Еще как поминают. Это было в Петрограде. Я тогда преподавал английский на курсах. А в Питере у тебя были единомышленники? Да какие там единомышленники, Коль? Так, пару курсисток. А почему ты перебрался к нам, на Урал? Коля, у меня же семья. Там же голодно было, а я... Здесь же не так. А рука – это символ вашей религии? Да, символ. Коза-Роза была молодая, красивая женщина с чудным голосом. И у нее в сумочке лежала такая же ручка. Не может быть. А теперь она мертва. Но курсант ее не убивал. Ее застрелил другой человек. Кто? В тот вечер она кого-то узнала в зале. А ты ведь всего год как приехала с Питера. Она узнала тебя. Да бог с тобой, я с ней никогда не виделся. Врешь! Она была жрицей в вашем храме. Ты испугался, что она тебя выдаст. Ты выстрелил в нее, а потом передал пистолет Соне. Говори, сволочь! Нет, никакого храма нет! Врешь! И не было! Коля. Ну как тебе объяснить? Иллюзии проходят. А желания остаются, понимаешь? Ну, допустим, тебе нравится красивая женщина. Какая женщина? Ну, например, Соня. Я знаю, у тебя с ней роман. А что ты можешь ей предложить? То же самое, что все остальные мужчины. А я могу сделать ее жрицей в храме Заменкофа. Я, понимаешь, дарю ей духовный экстаз. Так вот, зачем ты притащился к ней ночью? Тише, у меня жена. Эх ты, все человек. Привет. Привет. Свечников у себя? Ушел куда-то. Он велел тебе к 11 быть в ЧК. Чаю хочешь? Что читаешь? Ну-ка дай. Ты что? Дай, говорю. Дай. Ты что? Ты что читаешь? Ты что, спятил? Я же тебе дал список литературы. Вот по списку и читай. Ничего отсюда не брали? Только ту гипсовую ручку. Это символ религии эсперанто. Вот у меня где ваш эсперанто. С ума вы тут все посходили, что ли? Значит так. Пули, которые убили Коза-Розу и которые вчера стреляли в вас, выпущены из одного и того же пистолета калибр 6. Коза-Розу убил Даневич? Он, видимо, эсер, но маскируется под идиста. Мог быть связан с Алферьевым. А зачем ему понадобилось стрелять в меня? Кто, кроме Сикорского, знал о вашей переписке с банком Фридмана и Эрдла в Лондоне? Да многие знали. А Даневич случайно не претендовал на должность председателя правления? Нет. Только Сикорский, Варанкин и я. 40 тысяч золотом. Приличная сумма. Алферьев на том берегу. Мы его выследили. Арестовали? Нет. Он в сгоревшем доме засел, мы его окружили. Я с вами. Без вас обойдемся. Пусть поедет.
брат живым. Есть. Вот черт. Застрелился. Угу. Такой же, как у того курсанта. Тульский. Калибр 7,62. На концерте в училище его не было. Я бы заметил. Но Козароза знала, где его искать. Ну, вероятно, с ним встречался кто-то из артистов труппы, а потом сообщил ей. Как фамилия этой ее подруги? Милошевская. Граната есть! Последняя осталась! Боец, ко мне! Подожжем их! Давай! Уходите отсюда! Не стреляйте! Прости меня. Коля! Коля, я вот что подумал. Книга моя была издана, продавалась, кто-то же ее читал. Вот я и думаю, что кто-то из людей, в том числе Козароза, прониклись моими идеями и решили создать религию эсперанто. Но если существует такая религия, значит, у нее есть и враги. Притом самые яростные из них – бывшие из эсперантистов. И вот я подумал, что кто-то из этих врагов решил убить Козарозу. И в нашем клубе есть такой человек. Кто? Коль, ты не сочти меня сумасшедшим. Это наш председатель. Сикорский. Да, он разочаровался в аспиранта, но хочет сохранить место председателя правления. Ну, должность-то хлебная, членские взносы, то все. Маскируется под пролетарского эсперантиста, а сам держит в столе поэму Вавилонской башни Гайдовского. Бабилона, Бабилона. Альта Диадонна. А откуда ты знаешь эти стихи? Она мне их читала. Козароза? Понимаю. А сумочку мне так и не принесли. Сумочку забрали чекисты. Жаль.
Поминки будут в театре, приходите. Спасибо. А где Сикорский? Он, должно быть, по берегу пошел. Ему так домой ближе. Вы знаете, Осипов вчера ночью напросился ко мне ночевать. Сказал, что не хочет идти домой. Мне кажется, он чего-то боится. Идите без меня. Я приду позже. Я на поминки не пойду. Почему? Работа не в проворот. Мне к завтрашнему дню еще 2 статьи переписывать. Здравствуйте. Мне нужен товарищ Сикорский. Вы ко мне? Да. Поговорить надо. Конечно, конечно. Подождите здесь. Пойдем в клуб, там и поговорим. А почему не у вас? У меня не очень удобно. Жена нервничает. Ничего, мы ее не побеспокоим. Заодно и чайком угостите. Так о чем вы хотели со мной поговорить? О Вавилонской башне. Бабилона, Бабилона. Альта Диа Донна. Гайдовский, поэма Вавилонской башни. Вам нравятся эти стихи? А как бы вы это перевели? Вавилон, Вавилон, священное свершение Бога. Отчего же священное? Что хорошего в том, что люди стали говорить на разных языках? Не все так просто. Почему-то считается, что Бог разрушил Вавилонскую башню, разделил языки из страха перед мощью объединенного человечества, действуя по принципу «разделяй и властвуй». А разве нет? Помилуйте, что же это за Бог, если он боится нас, смертных? Неужели ему понадобилось стравливать народы друг с другом, чтобы они не свергли его с престола? Нет. Бог разделил языки из любви к людям. Ничего себе любовь. Сколько народа погибло в войнах. Ужасно. Ужасно, не спорю. Но только я не хотел бы жить в таком мире, где все говорят на одном языке. Там ведь все нации исчезнут. Останется лишь объединенное человечество. А чем плохо-то? Холодно, Коля, мне будет в таком мире. Одиноко и неуютно. Ни своего угла, ни родни. Живешь, как на юру. Что ж, выходит, вы враг эсперантизма. Минуточку. Подними. Осторожно. Ручку осторожно. Угу. Клади. Накрой его одеялом. Ноги прикрой. Дай попить. Простите. Такая вот беда у нас. 10-й год ему, а почти ничего не говорит. Ходит и то плохо. Мы уже никого к себе не приглашаем. Не хочется, знаете, лишних разговоров. В Германии есть санаторий для таких детей. Там их умеют развивать, но это дорогое удовольствие.
Я забыла сказать тебе. Позавчера приходила ваша рыжая. Просила передать, что она нашла то, что ты выбросил. Хорошо. Не мешай, пожалуйста. Я просто хочу знать, что это такое ты выбрасываешь, что другие подбирают. Пожалуйста, иди к себе. После поговорим. Мы заняты. Не это ли позавчера вы выбросили из окна Стефановского училища? Ну что? Что? Похоронили? Только что звонила эта певица из Питера. Милошевская? Да. Просила отдать ей сумочку Казарозы. Далась им всем эта сумочка. Что в ней такого? Ну что ж, пошли. Куда? В театр. К Милошевской. Потому что, понимаете, когда я подробно... А почему нет Свечникова? Я не знаю. Ну что, кажется, все готово, можно садиться. Простите. Ничего. Нету больше нашей Зиночки. Она прошла среди нас со своим маленьким пламенем и погасла. Но пламя это, жившее в ней, зажглось во всех, кто знал ее, или, по крайней мере, слышал ее голос. Так в старинных театрах проходит нить от люстры к люстре, от жирандоли к жирандоле. И по нити это бежит огонь, он зажигает свечи, и когда загорается последняя свеча, он падает вместе с обрывком этой уже никому не нужной нити и потухает на лету. Казарозу он не убивал. Он вообще не стрелял. Пальба уже кончилась, он вынул пистолет и выбросил в окно. С перепугу. Сейчас, думаю, начнут всех обыскивать. Откуда он у вас? Я в рабочей милиции состою. Мне его выдали. Почему не сказала, что это его пистолет? А кто ты мне такой, чтобы я тебе все рассказывала? И что, вы всегда его носите с собой? Приходится. Вы чего-то боитесь? Боюсь. Понимаете, у меня дома не одна беда, две. Жена пьет. Зимой напилась до полного безумия, взяла мой пистолет. Словом, чуть не убила его. Сына? Да. Плечко ему поранило, но решила, что все, мертв. И выстрелила себе в грудь. Еле жива осталась. Да что ты ко всем в душу лезешь? Ничего, Сонечка, ничего. Все правильно. У тебя тряпицы чистой не найдется? Какой еще тряпицы? Желательно белый. Дайте, пожалуйста, пистолет.
Вот, видите? Ни пятнышка. Нагара нет. Значит, никто из него в последнее время не стрелял. Так какого ж черта вы его выбросили? Доказывай потом. Меня бы и слушать не стали. Можно я пойду? Жена волнуется. Идите. Благодарю. А ты что стоишь? Соня. Соня, послушай. Уходи. Я видеть тебя не могу. Уходи. Умереть в такой дыре. Бррр. А вот напрасно вы такое говорите. У нас очень хороший город, и здесь жили замечательные люди. Герцен был у нас в ссылке, Короленко. А Чехов, между прочим, когда ехал на Сахалин, 3 дня пробыл в нашем городе, и ему у нас очень понравилось. Здравствуйте. Осипов уже ушел? А он и не приходил. Николай Григорьевич. Спасибо. Добрый вечер. Добрый вечер. Кумышка. А чего бы ты хотел? Смирновской? Покойницу помянуть сам Бог велел. Больше же нечем. Упокой ее, Господи, в обителях Твоих. Я обещал Козорозе гонорар за выступление. 50 тысяч из клубного фонда. Я думаю, будет справедливо, если на эти деньги мы установим ей надгробный памятник. Этих денег на памятник не хватит. Посмотрите. Алло, редакция. Что? Сенька! Что случилось?
Убили? Убили. А откуда она была родом? Из Кронштадта. Кем были ее родители? Отец морской офицер. Я сейчас историю вспомнила. Мне Зиночка рассказывала. Она была маленькая, когда очень плохо ела. И бабушка ее брала пирожки и разрезала на кусочки. И выкладывала в очередь перед чашкой с молоком. Начинал пищать на разные голоса. Я первый, нет, я первый. Пускай меня Зиночка первым съест. Вот тут она их уплетала за обе щеки. Еще и успокаивала, не торопитесь, мол, все успеете. Скажите, она знала эсперанто? Несколько слов. Алфериев им увлекался. Ну да. А после революции возненавидел. Он считал, что это большевистский язык. У него всегда было 7 пятниц на неделе. Зиночка с ним намучилась за эти годы. Сегодня утром он застрелился. Во время ареста. Этот розовый домик, где мы жили с тобой, где мы счастливы были нашей тихой судьбой. Там дарил нам надежду. Он был бесстрашный человек. И хранил нас от... Мне Зиночка рассказывала, что его матери делали кесарево сечение. Его железом достали из ее чрева. Говорят, у таких людей нет страха смерти. Золотая свеча, и я рядом с тобою засыпала, шепча твое легкое имя, мой веселый зов. Быть глазами твоими, любой из тобой. Быть глазами твоими. Этот розовый домик вижу, как наяву, и высокие солнца. Вы просили вернуть вам мою сумочку. Вот, возьмите. Благодарю вас. Мой французский роман. Интересно, что ей там понадобилось. Сквозь рассветный туман, их дымящие трубы. Чего-то не хватает? Не этого ищете? Зачем же вы ее разбили? Это вы ее разбили. Ваша пуля. Что? Это ваш Браунинг? Вы что, рылись в моих вещах? Где тебя больше нет. Этот маленький домик, где меня больше нет. А ведь это вы убили Козорозу. Убил? Нет. Ручка вдребезги. А у Свечникова даже не царапины. Какая ручка? Гипсовая. Она вот тут в сумочке у Газорозы лежала. Ее Свечников оттуда взял, в карман пиджака вот сюда положил. Рядом с сердцем. Он говорит, что Газорозу именно из-за этой ручки убили. А теперь, получается, она его и спасла.
Здорово, правда? Я завтра утром сумочку в ЧК отнесу. Что это? Я не знаю. Вчера так же стучали. Сейка, ты что ли? Ты что ж, паршивец, в окно стучал? Я не стучала, оно само. Что? Что окно само стучало? А что он с Надькой нашей крутит? Мать ругается. А ну-ка иди отсюда! Уши надеру сейчас! Мы в детстве тоже так развлекались. Привяжешь к одному концу веревки яблоко, перекинешь через ветку, с другой конец дергаешь. Человека до белого коленя можно было довести. Что-то мне домой не хочется. Можно я у вас переночую? Да ночуйте, конечно, места всем хватит. Откройте! Откройте! Я хочу сделать заявление! Я напал на след тайной секты! Чё орёшь? Товарищ чекист, я должен сделать важное заявление. Мной разоблачена подпольная религиозная организация. Это настоящие мракобесы. Они хотят превратить эсперо-движение в тайную секту. Эсперантисты, как слепые кроты, блуждают в темноте. А они хотят столкнуть их в бездонную пропасть. И только мы, идисты, видим опасность. Поверьте, эти люди готовы на все. Товарищ чекист, промедление смерти подобно. Поймите, мы идисты. Долой Ленина с кониной, да здравствует Колчак со свининой. Это не я писал. А ну встать! Живо! Шевелись, шевелись! Всех сильнее! Давай, 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 давай! Оттуда взял, в карман пиджака вот сюда положил. Рядом с сердцем. Он говорит, что Козорозу именно из-за этой ручки убили. А теперь, получается, она его и спасла. Здорово, правда? Я завтра утром сумочку в ЧК отнесу. Что это? Я не знаю. Вчера так же стучали. Сейка, ты что ли? Ты что ж, паршивец, в окно стучал? Я не стучала, оно само. Что? Что окно само стучало? А что он с Надькой нашей крутит? Мать ругается. А ну-ка иди отсюда! Уши надеру сейчас! Мы в детстве тоже так развлекались. Привяжешь к одному концу веревки яблоко, перекинешь через ветку, с другой конец дергаешь. Человека до белого коленя можно было довести. Что-то мне домой не хочется. Можно я у вас переночую? Да ночуйте, конечно, места всем хватит. Откройте! Откройте! Я хочу сделать заявление! Я напал на след тайной секты! Чё орёшь? Товарищ чекист, я должен сделать важное заявление. Мной разоблачена подпольная религиозная организация. Это настоящие мракобесы. Они хотят превратить эсперо-движение в тайную секту. Эсперантисты, как слепые кроты, блуждают в темноте. А они хотят столкнуть их в бездонную пропасть. И только мы, идисты, видим опасность. Поверьте, эти люди готовы на все. Товарищ чекист, промедление смерти подобно. Поймите, мы идисты.
Долой Ленина с кониной, да здравствует Колчак со свининой. Это не я писал. А ну встать! Живо! Шевелись, шевелись! Вся к стене! Давай, 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 давай! Кто писал? Ну, гнида, тебе конец. Эти пятна на Луне, что ты в них видишь? Бабушка говорит, что это... Подними. Осторожно. Ручку осторожно. Угу. Клади. Накрой его одеялом. Ноги прикрой. Дай попить. Простите. Такая вот беда у нас. 10-й год ему, а почти ничего не говорит. Ходит и то плохо. Мы уже никого к себе не приглашаем. Не хочется, знаете, лишних разговоров. В Германии есть санаторий для таких детей. Там их умеют развивать, но это дорогое удовольствие. Я забыла сказать тебе. Позавчера приходила ваша рыжая. Просила передать, что она нашла то, что ты выбросил. Хорошо. Не мешай, пожалуйста. Я просто хочу знать, что это такое ты выбрасываешь, что другие подбирают. Пожалуйста, иди к себе. После поговорим. Мы заняты. Не это ли позавчера вы выбросили из окна Стефановского училища? Ну что? Что? Похоронили? Только что звонила эта певица из Питера. Милошевская? Да. Просила отдать ей сумочку Казарозы. Далась им всем эта сумочка. Что в ней такого? Ну что ж, пошли. Куда? В театр. К Милошевской. Потому что, понимаете, когда я подробно А почему нет Свечникова? Я не... Пожалуйста, иди к себе. После поговорим. Мы заняты. Не это ли позавчера вы выбросили из окна Стефановского училища? Ну что? Что? Похоронили? Только что звонила эта певица из Питера. Милошевская? Да. Просила отдать ей сумочку Казарозы. Далась им всем эта сумочка. Что в ней такого? Ну что ж, пошли. Куда? В театр. К Милошевской. Потому что, понимаете, когда я подробно А почему нет Свечникова? Я не знаю.
Ну что, кажется, все готово, можно садиться. Простите. Ничего. Нету больше нашей Зиночки. Она прошла среди нас со своим маленьким пламенем и погасла. Но пламя это, жившее в ней, зажглось во всех, кто знал ее, или, по крайней мере, слышал ее голос. Так в старинных театрах проходит нить от люстры к люстре, от жирандоли к жирандоле. И по нити это бежит огонь. Он зажигает свечи. И когда загорается последняя свеча, он падает вместе с обрывком этой уже никому не нужной нити. И потухает на лету. Козорозу он не убивал. Он вообще не стрелял. Пальба уже кончилась, он вынул пистолет и выбросил в окно. С перепугу. Сейчас, думаю, начнут всех обыскивать. Откуда он у вас? Простите. Такая вот беда у нас. 10-й год ему, а почти ничего не говорит. Ходит и то плохо. Мы уже никого к себе не приглашаем. Не хочется, знаете, лишних разговоров. В Германии есть санаторий для таких детей. Там их умеют развивать, но это дорогое удовольствие. Я забыла сказать тебе. Позавчера приходила ваша рыжая. Просила передать, что она нашла то, что ты выбросил. Хорошо. Не мешай, пожалуйста. Я просто хочу знать, что это такое ты выбрасываешь, что другие подбирают. Пожалуйста, иди к себе. После поговорим. Мы заняты. Не это ли позавчера вы выбросили из окна Стефановского училища? Ну что? Что? Похоронили? Только что звонила эта певица из Питера. Милошевская? Да. Просила отдать ей сумочку Козорозы. Далась им всем эта сумочка. Что в ней такого? Ну что ж, пошли. Куда? В театр. К Милошевской. Потому что, понимаете, когда я подробно... А почему нет Свечникова? Я не знаю. Ну что, кажется, все готово, можно садиться. Простите. Ничего. Нету больше нашей Зиночки. Она прошла среди нас со своим маленьким пламенем и погасла. Но пламя это, жившее в ней, зажглось во всех, кто знал ее. Хотел. Смирновской. Покойницу помянуть сам Бог велел. Больше же нечем. Упокой ее, Господи,
в обителях твоих. Я обещал Козорозе гонорар за выступление. 50 тысяч из клубного фонда. Я думаю, будет справедливо, если на эти деньги мы установим ей надгробный памятник. Этих денег на памятник не хватит. Посмотрите. Алло, редакция. Что? Сенька! Что случилось? Убили? Убили. А откуда она была родом? Из Кронштадта. Кем были ее родители? Отец морской офицер. Я сейчас историю вспомнила. Мне Зиночка рассказывала. Она была маленькая, как... Упокой ее, Господи, в обителях твоих. Я обещал Козорозе гонорар за выступление. 50 тысяч из клубного фонда. Я думаю, будет справедливо, если на эти деньги мы установим ей надгробный памятник. Этих денег на памятник не хватит. Посмотрите. Алло, редакция. Что? Сенька! Что случилось? Убили?
убили. А откуда она была родом? Из Кронштадта. Кем были ее родители? Отец морской офицер. Я сейчас историю вспомнила. Мне Зиночка рассказывала. Она была маленькая, когда очень плохо ела. И бабушка ее брала пирожки и разрезала на кусочки. И выкладывала в очередь перед чашкой с молоком. Начинал пищать на разные голоса. Я первый, нет, я первый. Пускай меня Зиночка первым съест. Николай Григорьевич, смотрите. Николай Григорьевич, там кто-то есть! Николай Григорьевич, что с вами? Николай Григорьевич. Ты ранен? Куда тебя ранило? Тебе больно? Да я посмотрю. Это она меня спасла. Я сам. Хорошо. Что это за маскарад? Раненый? Нет. Счастлив ваш Бог. Телефон здесь есть? В школе, пойдемте, я покажу. Покараули его. Я сейчас. Попал как кур в щип. Только... А это вы? Можно? Ходите. Вы кого-то ждете? Вы так постучали. Зиночка всегда стучала 3 раза. Я не могу привыкнуть к тому, что ее больше нет. Я пришел узнать, когда завтра похороны. 4 часа. Почему так поздно? Лошадь не дали. Все лошади с утра на неделе трудовой повинности. Могила будет на Преображенском кладбище. Это возле собора. Давно вы с ней знакомы? 6 лет. Мы познакомились перед самой войной. Не этой, а той с немцами. Мы тогда обе оказались в Берлине. Я брала уроки в консерватории, а она готовила голос для пробы у профессора Штицеля. Знаете, был такой профессор вокала. Мы жили в одной гостинице, у нас под окнами продавали вишни.
И Зинчик после репетиции, она покупала по кулечку и мне, и себе, и мы с ней гуляли, ели эти вишни, болтали. Потом началась война. Немцы нас интернировали, но скоро выпустили. Мы вернулись в Россию через Швейцарию, а в Петербурге я надолго потеряла ее из виду. Товарищ Казароза, благодарные вам бойцы 2-го Выборгского полка имени товарища Троцкого откомандировали меня в ваше распоряжение. В городе неспокойно. И мне приказано в неприкосновенности доставить вас домой. С целью сохранения вашего таланта для дела революции. Встретились мы на Невском через 2 года. Зиночка шла с большой такой корзиной, а в корзине младенец. Она называла его Чикой. Это был ее сын. Она поставила корзинку на асфальт, откинула простынку. От гордости вся светится. А младенец чистенький, здоровый, лобастый такой, крепкий. Я поражена была, что ему всего 7 месяцев. Хотя, не знаю, может, по сравнению с ней он казался таким большим. Она-то крошечная была. Знаете, как про нее говорили? Подъехала пустая пролетка, а в ней Казароза сидит. Сын жив? Сын нет, сын умер. Этот курсант в Казарозу не стрелял. Он стрелял в потолок. Брат живым. Есть. Вот черт. Застрелился. Угу. Такой же, как у того курсанта. Тульский. Калибр 7,62. На концерте в училище его не было. Я бы заметил. Но Казароза знала, где его искать. Ну, вероятно, с ним встречался кто-то из артистов труппы, а потом сообщил ей. Как фамилия этой ее подруги? Милошевская. Граната есть! Последняя осталась! Боец, ко мне! Подожжем их! Давай! Уходите отсюда!
брат живым. Есть. Вот черт. Застрелился. Угу. Такой же, как у того курсанта. Тульский. Калибр 7,62. На концерте в училище его не было. Я бы заметил. Но Козароза знала, где его искать. Ну, вероятно, с ним встречался кто-то из артистов труппы, а потом сообщил ей. Как фамилия этой ее подруги? Милошевская. Граната есть! Последняя осталась! Боец, ко мне! Подожжем их! Давай! На кладбище. Разноцветная. Я раньше таких никогда не видел. Ты много чего не видел. Это хроматография. Снимал Прокудин Горский. Вот видишь, у него клеймо здесь. Угу. Это он изобрел. А мне вот кажется, что нехорошо в чужой сумочке-то рыться. Зачем вам все это? Этот розовый домик, где мы жили с тобой. Хорошие стихи я написал. Что, серьезно? Погодите, что ж получается, что Козароза песню на ваши стихи, что ли, пела? Я когда к тебе шел, выстрелы слышал. Где-то на Вознесенской. Правильно. А я там был как раз. Мы со Свечниковым к его рыжей ходили. А Даневич, ну этот, который все время в темных очках-то ходит. Он, помните, он еще вчера в окно залез во время концерта. Вы знаете, между прочим, он всегда со всеми спорит, какого цвета у него глаза. Спорит на деньги и всегда гад выигрывает. Знаете почему? А потому что у него один глаз голубой, Не трещи, а другой... не трещи. Что Даневич-то? Он в Свечникова стрелял. Убил? Нет. Ручка вдребезги. А у Свечникова даже не царапины. Какая ручка? Гипсовая. Она вот тут в сумочке у Козарозы лежала. Ее Свечников оттуда взял, в карман пиджака вот сюда положил. Рядом с сердцем. Он говорит, что Козарозу именно из-за этой ручки убили. А теперь, получается, она его и спасла. Здорово, правда? Я завтра утром сумочку в ЧК отнесу. Что это? Я не знаю. Вчера так же стучали. Сейка, ты что ли? Ты что ж, паршивец, в окно стучал? Я не стучала, оно само. Что? Что окно само стучало? А что он с Надькой нашей крутит? Мать ругается. А ну-ка иди отсюда! Уши надеру сейчас! Мы в детстве тоже так развлекались. Привяжешь к одному концу веревки яблоко, перекинешь через ветку, с другой конец дергаешь. Человека до белого коленя можно было довести.
Что-то мне домой не хочется. Можно я у вас переночую? Да ночуйте, конечно, места всем хватит. Откройте! Откройте! Я хочу сделать заявление! Я напал на след тайной секты!